Всем привет! Сегодня у нас 23 декабря. Туман. Ну, туман, средний туман. Не слишком плотный. Сегодня 47-48 градусов по погоде. Скорость средняя 25-30. Туман у нас местами плотный становится, в некоторых местах, где подгазовывают машины, а местами более-менее нормально. На открытых местах, где зданий поменьше, где ветер гуляет, там тумана чуть поменьше бывает. Сейчас после светофора туман будет. Точно, сейчас газанет. Здесь обычно машина набирает скорость и много выхлопных газов остается. Сейчас пока едем прямо. Здесь мы сейчас двигаемся, получается, по улице Лермонтова в сторону Крестьянского рынка. По перекрестку поедем налево. Нужно будет перестроиться. Главное — безопасное вождение. При перестроении убеждайтесь в том, что вас пропускают, в том, что машина сзади снижает скорость. Такой туман обязательно ведем. Все на камеру записываем тоже. Кругом ДТП. Лишняя видеофиксация тоже не помешает. Так, здесь мы повернем налево. Ранний старт. Смотрим вот по таймеру. Мы не успеваем. Останавливаемся. Так, встречных у нас 4 полосы. Крайняя левая полоса встречная, она поворачивает только налево, поэтому вот получается вот на встречку выехали как бы. Ну, она поворачивает налево, она нам не мешается. В туман убеждайтесь, что машин нету. Лучше вот дождаться такого зеленого мигающего и завершать. Но все равно вот так вот досматривайте туда. В тумане, при вождении в тумане есть и плюсы, есть и минусы. Плюс в том, что кандидат в вождение может двигаться медленно, не быстро, при этом вот знаки видны. На пешеходных переходах снижайте скорость. Пешеходов совсем не видно практически, они как тень, силуэты только видны. Водители бывают без фар двигаются тоже. При повороте налево вот на них надо обращать внимание. Сейчас пока по перекрестку поедем прямо. Сейчас двигаемся по улице, как эта улица называлась-то? Октябрьская, не Октябрьская. Где это? Блин. Короленко, что ли? Короленко, да. Короленко и пресечение с улицы Горького. Горького улица проезжаем. На следующем перекрестке на Пояркова мы повернем направо. Тут на камере получается видимость как бы лучше передается, оказывается. А вживую видимость похуже. Сейчас здесь направо. На этом перекрестке таймера нету, поэтому едем на чувство. Вы должны быть чувствительными ребятами. Если таймера нету, старайтесь светофор издалека смотреть. Примерно рассчитывать надо научиться. Так, сейчас пока двигаемся прямо. Очень быстро некоторые машины едут. Кстати, вот когда в туман ездите, да, ну, именно вот про учебные тест, да, вот, которые сдают экзамен,
старайтесь занимать крайнюю правую полосу. Очень много машин торопятся. Сейчас как раз еще предновогодняя суета. Все торопятся, могут сигналить, на экзамене могут создавать дискомфорт. Поэтому лучше занимайте крайнюю правую полосу и двигайтесь только по правой полосе. Левую полосу занимайте только в том случае, если инспектор попросит вас выполнить разворот или поворот налево. Вот. Ну, также в туман спецтехника может подъехать со световыми и звуковыми сигналами. А тут вы уже будете двигаться по правой полосе, тоже удобно. По перекрестку поедем направо. Улица Пояркова, 4 узкие полосы здесь. 4 узкие полосы. Здесь у нас таймер имеется 10 секунд. Вот я вот вижу издалека, вам видно, не видно. Уже 6, 5, 4. Все, успели. По перекрестку поедем налево. Улица Кирова. Двигаемся по улице Кирова. Здесь вот расширение, видно, не видно. И повернем на улице Горького сейчас влево. Тюз. Готовится к Новому году, кажется. Так, здесь с крайней левой полосы мы двигаемся только налево, правильно? Значит, мы выезжаем вот лоб в лоб к встречке. Стоим, ждем, не торопимся. Вот именно в такой туман вот встречная нам мешает, оттуда вот не видно, да, встречные едут, не едут. Поэтому лучше дожидаться зеленого мигающего, не торопиться. Но как зеленый замигает, надо уже стартовать. Стартуете и смотрите все равно туда вот, потому что бывают встречные автомобили. Перед Новым годом все торопятся, могут вылететь на запрещающий сигнал светофора. Вот. Также бывают водители, которые ездят без фар. На них тоже обращайте внимание. Очень опасные водители. В попыхах могут забыть включить фары. Частое явление. Двигаемся. Вот, например, один кандидат проехал с одной фарой. Хотя бы фара есть. Пешеходный переход. Подъезжая к пешеходному переходу, получается, тоже надо скорость скидывать. У нас видимость получается недостаточная, да, сегодня. И местами вот бывает ограниченная. Вот машины стоят, не видно. Может быть, там пешеходы. У нас также в городе живность есть. Налево поедем по перекрестку. Здесь у нас одна полоса. Если одна полоса, старайтесь стать так, чтобы и с левой стороны, и с правой стороны никто не подъехал. Две полосы не должны создавать. Так, здесь мы подъехали сейчас к улице Октябрьская. Перекресток здесь немножко кривой в сторону. Чуть правее он. Поэтому мы немножко правее берем, на встречку не заезжаем. И находим серединку. Стоп. Серединка — это такое расстояние, чтобы вот встречный разъезд, чтобы удобно было ему. Машина удобно сейчас. Хорошо остановилась своевременно. Хорошо, когда встречные автомобили сразу останавливаются. А по перекрестку поедем направо. Также у нас есть нерегулируемые перекрестки. Их надо не забывать. Тут вот улица Ломоносова есть у нас. Ни знаков как следует не видно. Поэтому надо вот карту по городу Тугис тоже изучать, смотреть, где какие улицы проходят. Ну, экзаменационный район примерно известен, ну, примерный. Поэтому карту можно посмотреть города Якутска. Все улицы, где перекресток обычный, где перекресток Т-образный, чтобы его не путать там, с жилой зоной, дворовой бывает путают. Так,
Сейчас мы едем по улице Ломоносова и выезжаем на улицу Петровского. На Петровского мы поедем налево. В сторону улицы Оюнского. Плюсы тумана, вот спокойно можно ездить, не торопиться. Экзаменационное вождение, оно получается, как бы мы работаем здесь на качество вождения, на безопасное вождение, на внимательное вождение, соблюдение правил дорожного движения. Не старайтесь ездить быстро, потому что когда вы начинаете ездить быстро, у вас увеличивается расстояние, вы можете допустить ошибку. При увеличении скорости мы как бы ездим на время, 30 минут обязательно, 30 и свыше может быть время. Поэтому, когда вы ускоряетесь, у вас время не будет ускоряться. Покажите качественное вождение, спокойное, неторопливое, несуетливое, внимательное. И самое главное, безопасное должно быть. Вот туман. Очень опасный период для вождения. Много аварий бывает. ДТП. По перекрестку поедем направо. Знаки старайтесь. Вот тут вот знак хорошо висит. Раньше вот тут надо сразу же отключить, чтобы вот эту машину не вводить в заблуждение. Ага. Так, здесь на перекрестке мы повернем направо. Сейчас мы выезжаем на улицу Оюнского. Знаки направления движения по полосам совсем не видно издалека. Я вот поэтому специальное видео записывал, да, в летний период. Ну, не в летний, получается, когда именно разметки есть, когда все хорошо видно. У нас разметки как раз в июле только заканчивают делать, разрисовывать. Именно в этот период все заснял, чтобы вот в зимний период можно было дома спокойно вот эти знаки наизусть выучить. Потому что тут вот в такой туман нереально вот тут увидеть. По перекрестку поедем направо. На улице Каландаршвили. Подъехали Стутгардок. Здесь вот, например, видите, расширение куда идет непонятно совсем. Расширяется дорога направо. На тех видео, которые были записаны в летний период, там все хорошо видно. Поэтому те курсанты, которые вот дома занимаются, им легче гораздо вот ориентироваться в такой зимний период. Поэтому не ленитесь, а дома досматривайте наизусть. Каждое видео просматривайте по много раз, как стихи наизусть выучить. Вот 40 ограничения, здесь 20. У нас здесь получается студенческий городок, и тут с правой стороны 31-я школа. Нерегулируемый пешеходный переход. Здесь надо тоже скорость снижать. И 20 у нас здесь действует до знака снятия ограничений 20. Вот его передвинули чуть вперед. Вот он, новый знак. До сюда действует. А тут еще есть старый знак. Отсюда уже можешь где уже набрать скорость, получается. Тут где-то старый знак был еще. Его убрали, не убрали. А вон висит. Видно его сейчас, да? Вот он. Это давнешний знак. На него можете не смотреть уже. Так. Двигаемся по улице Каландаршвили. В сторону улицы Лермонтова. Здесь опять у нас будет нерегулируемый пешеходный переход. Если вот рядом люди вот так вот ходят, да, тоже старайтесь скорость снижать. За 10, за 5 метров, если рядом люди будут резко начинают перебегать,
Вот этот в туман расстояние машин кажется обманчиво, кажется. Так, здесь сейчас по перекрестку поедем прямо в сторону улицы Чайковского. Таймер здесь. У нас в городе установили новые светофоры. В этом году много новых светофоров. Очень ярко светят. До этого были старые светофоры, вообще не видно было. И без таймеров. Вот эти светофоры, которые с таймерами, да, они очень удобные. Особенно вот начинающим водителям. По этому таймеру они могут сориентироваться, определить время и заранее остановиться. Это, например, количество ДТП в разы, мне кажется, уменьшает. На старых светофорах таймеров не было и тускло очень светили они. Поэтому очень много проездов было на запрещающийся сигнал светофора. Такие светофоры очень удобные. Так, сейчас двигаемся по улице Каландрашвили. Здесь у нас много есть перекрестков. Вон проехали один поворот. Это у нас регулируемый пешеходный переход. Кнопочный. Вот на кнопочных обращайте внимание. Если у кнопочных светофоров, пешеходных переходов люди стоят, то тоже надо снижать скорость заблаговременно. Вот знак главная дорога. Значит, здесь куда-то вправо улица Маяковского пошла вот здесь. Перед Новым годом с каждым днем сейчас вот с 23-х, с 24-х числов, да, он пешеход, например, идет, да, тоже надо снижать скорость обязательно. В этот период предновогодний с улусов много людей съезжается, очень много машин, поэтому плотность потока плотная будет. По перекрестку поедем налево. Здесь у нас две полосы, мы перестраиваемся в левую полосу. Знаков направления движения нету, значит мы с обеих полос можем поехать прямо. Значит, мы вот этой машине, вот, которая стоит сбоку, не должны мешаться с правой стороны. И вон встречная машина, которая стоит, встречка, ей не мешаемся, она может сюда вот прямо поехать. Перекресток очень кривой. Это перекресток Каландрашвили и Чайковского. Нам нужно будет правее уйти, очень сильно правее. На встречку не выехать. Крутим правее. И при этом машинам вот этим боковым тоже не мешаемся, зеркала смотрим. Вот так вот правее взяли и заворачиваем. Идеальная траектория. Даже если встречных машин нету, все равно траекторию должны разрисовать. Как урок черчения. Красивые углы должны делать. Так, сейчас здесь тоже интересный знак 20. Буквально тут сразу же, да, знак главная дорога. Говорит о том, что вот здесь вот Т-образный перекресток у нас. Вот пошел сюда. А здесь у нас, видите, уже как бы жилая зона. Т-образный перекресток. Двигаемся по улице Чайковского. Здесь у нас какая-то школа была. Какая школа? Четвертая, да какая-то. Ага. Знак у нас уже 20. Там по перекрестку закончился, здесь уже мы можем двигаться чуть побыстрее, там 30, 25, может быть даже. В такой туман скорость 25 можно сделать, 30 среднюю скорость. Слишком не разгоняться. Спектра это тоже учитывает. 40 это уже быстро, мне кажется, будет. Не старайтесь гоняться за другими водителями.
них другие цели и задачи перед Новым годом. У нас задачи тоже, цели другие. У нас задача сдать экзамен, показать безопасное вождение. Будете быстро ездить, инспектор это не оценит, скорость вашу при таком тумане. Дорога все равно скользкая местами. Все торопятся, пешеходы торопятся, водители торопятся. Мы никуда торопиться не должны. Так, едем по главной дороге. Ну, вот основное, что хотел сказать водителям перед Новым годом. У нас получается, сейчас поедем прямо. В эту следующую среду последний экзамен. И на этом, в этом году полностью год завершаем.